таки ничего. Да, как раз ничего. Я же все сказал. Тайыншыл ой бөлішу үшін бүгін уақытын бөліп отырады. Анда кімде-кім сұрау берсе, өзіңіздерді таныштырып, сұрауыңыздарды бастай берсеңіздер. Азаттық радиосы Аманбек, Қазақстанымызда сол сөзден спикерге қызматтан кетішіңізге алдыдағы президенттік шайлауға кешесі бар, сізге ошо саяси ойына шығару мақсатында жасалды деген пікірлер айтылып отыр. Бізде Қырғызстанда еркин қоғам болғандан кейін ар кандай ойлар айтыла береді. Анан сен мындай айтпа, сен мындай ойлоо деп тыюу сала албайсың. Ошондуктан ушул мезгилге чейин айтып келбедим беле, урматтуу коллегалар, журналисттер, мен үчүн бир нерсе ойлобосоңор, мен үчүн бирдеме жазбасаңар деп. То есть мен айтты дегендей кылып. Ошондуктан көп нерселер болуп келген, ойлор айтылат. Батырым мен андай ой бар экен. Алам кесиптен стаканды кандай кылып алдыңыз? Мен өзүм суранбадым. Өзүм сурандым, коллегаларга кайрылдым, эч кандай талаш тартышы жок. Бир добуштан мени колдоп, кызматтан кетүүмдү колдоп берсеңиздер деп сурандым. Фракцияда жагаласыз же башка кызматка кетип келечек Ойлонобуз. бирок депутат болуп чыга аласыз, Аны дагы чечебиз. Карап көрөбүз. Рахан Тусабай, чем вы будете заниматься? Чем вы будете заниматься дальше? Я отвечал вчера на этот вопрос, чем занимается 5,5, почти 5 миллионов населения Кыргызстана. Будем жить, работать. То есть депутатский мандат вы... Я это буду думать. Это будет думать. Аналитик. А? По очереди, пожалуйста. От чего может зависеть ваше решение остаться ли депутатом, сохранить свой мандат, либо нет? Ну, сейчас сначала мне надо просто отдохнуть сейчас. Подумать. Аналитики утверждают, что вот КАП это был только причина. Глубинная причина это ваши президентские амбиции. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы же каждый раз, когда пишете, обязательно это же добавляете. Вот там. Если даже ни у кого таких сомнений нету, вы же обязательно будете навязывать, что вот у него обошталось там такие. Да. Я конкретно буду говорить о том, что у меня никаких таких амбиций не было. Многим, наверное, воспринимается так. Да, требование, жесткость, и быстро надо решать все те вопросы, которые есть у нас. А у нас привыкли, если человек решительно действует, обязательно к чему-то надо привязать его. Поэтому я открыто буду говорить, у меня таких амбиций не было. То есть КАП это единственная причина? А про КАПа тоже вопросов не было. Вы же прекрасно знаете, я сегодня раздал материалы депутатам, которые говорили о том, что вроде бы как бы Мадумаров сам решил. Если это была идея древесины, идея, эту идею поднимали другие люди, я сейчас не буду называть их, потому что не хочу подставлять их. Почему Это было согласовано. Это повод. Это хороший повод. Ага. Из-за чего тогда? Только из-за жесткости? Жесткость, она никому же не нравится. Открытость, честность, прозрачность и требовательность. И по некоторым позициям, вы же прекрасно знаете, я жестко отстаиваю свою позицию и свое мнение. Кундус Кытаевич. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на своего предшественника Атибая Тагаева? Для вас стало ли это неожиданностью, что председатель партии выдвинул по кандидатуру? Неожиданность, ну, насколько я слышал, что для него самого была неожиданность это. Поэтому, как я могу сказать? Когда вы встречались с президентом, как вы смотрите на это? Как бы я ни смотрел, воля парламента, решение парламента, надо с уважением относиться к решению. Когда вы встречались с президентом, вы сказали ему свою позицию, что сегодня одно решение, после этого другое решение. Как вы с ним говорили, о чем и почему? Пусть это останется между нами. Ваша информация дошла до президента, да? Да. В данном случае. Новую должность вам президент предлагал, цитату какую? Нет, мы с ним на эту тему не говорили. Такое событие всегда приводит к определенным выводам и урокам. Что вы извлекли для себя
Я вчера во время встречи с депутатами фракции «Ак Жол» говорил, надо быть хитрее. Думать одно, говорить второе, делать третье. А я так не могу. Если эта идея была от других людей, значит, они вас подставили? Почему вы не называете их имен? Порядочность не позволяет. Можно еще такой вопрос? Вот сейчас, когда депутаты из других фракций выходили, они сказали, что вот партия «Ак Жол» буквально вас вот предала, вот съела буквальным образом. Вы разочаровались в партии «Ак Жол»? Вы останетесь в этой партии? Хотя вы всегда говорили, один из лидеров этой партии, я никаким лидером не был. Я не член партсовета. Я ни в какую организацию не хожу. Разочарование или очарование, там, у меня всегда было ровное отношение. И вот такое отношение оно останется. То есть вы остаетесь в партии или вы еще будете думать? Я же говорил, думай. Будем думать. Александр Николаевич, а не додумаетесь ли вы до того, чтобы уйти в оппозицию? Может такое произойти? Нет. То есть это однозначно? Однозначно я могу сказать нет, потому что, вы знаете, сейчас это очень ругательное слово, скажем так. Был, значит, на следующий день, если ты ушел откуда-то, да, сразу прозрение появляется и начинаешь как бы диктовать и требовать. Поэтому я далек от этой мысли. Никакую оппозицию я не собираюсь. В конструктивную? Я всегда был. А вы затаили, может быть, обиду на президента, то, что вот с вами произошли, или нет? Пусть это у меня останется. Согласны с мнением, что вас просто использовали, то есть структуру передали пансионату тоже приватизация энергосектора вот уже случится? Я еще раз говорю, я не могу заставить не думать так и не считать так. Каждый будет думать. Адакамырза, мына ошолеке азаралыкта сиз төрөмөлүк деп атканда, кайсы мектептерде алтын койгон пландарды ишке ашыруу менен кайсыларды ишке ашырабы армандуу? Биринчиден, жакшыбы, жаманбы, азбы, көппү, парламентте бир аз тартип деген түшүнүк пайда болуп баштады. Парламентте жүрүш туруш бир аз тартипке келип баштады, мен ачык эле айтайын. Парламентте биздин кызматкерлерге өзүңүздөр көрүп атасыздар, жанакы форма тигилип баштады. Ошолорго болгон мамиле башкача болуп баштады. Подвалдан 4 КАМАЗ шыпырынды алып чыктык. Чатырдан 2,5 КАМАЗ шыпырындыларды алып чыктык. Мындайча айтканда бир аз келди да, бул парламенттин орду эмне экендиги, парламентте кандай жүрүм турум болушу керек, бири-бирине болгон мамиле кандай болуш керек. Анан мамлекеттин биринчи трибунасы болгон жерге адам өзүн өзү сыйласа, мамлекетти сыйласа башкача болуп чыгыш керек. Мен жана сөзүмдө айттым, эгер иш үстүндө, жумуш үстүндө ошол 90 депутатты, 89 депутатта же аппараттын кызматкерлерине кандайдыр бир каттуу айтылган болсо, ачуу айтылган болсо, мен кечирим сурайм дедим. Өкмөттүн мүчөлөрүнө, ошол жерге чыккан баяндамачыларга кандайдыр бир каттуу айтылган болсо, жалпы Кыргызстандын элинен кечирим сурайм дедим. Кандайдыр бир үмүт арткан болсо, ошол үмүт акталбай калгандыгы үчүн мен элден кечирим сурайм. Кандайдыр бир себептер менен элдин үмүтү акталбай калса, ошол себептер катарында мен, күнөөкөр катарында мен ошондуктан жалпы Кыргызстандын элдин алдында баш ийип таазим этип кечирим сурайм. Ошол бир эмес 4 жолу чоң ишеним көрсөткөн, бул мен үчүн эң чоң байлык. Бийликтен дейт. Эң чоң бийлик, эл карап жүргөн жүзүң жер карабаса, ошол бийлик. Эл ар дайым сени менен жылуу маанайда учурашып, амандашып, мындай бир ички жан дүйнө сезимдерин айтып турган болсо, ошол бийлик. Ошондуктан мен жараткандын өзүнө, себепчиси болгон элге терең ыраазычылык билдирем. Ушул кыргыз формада айтып кетсеңиз, кийинки кадамдарыңыз кандай болот, оппозицияга кетесизби же кандай? Мен жооп бербедимби? Мен оппозицияга кетейин деген оюм жок. Мен андай кадамдарды көп эле жактыра бербейм. Сурап атпайбы, конструктивдик оппозицияга барасызбы деп. Мен ошондой болуп келгем. Мен ички жан дүйнөм өзү ушул турмушка болгон оппозицияда, көз караштарда болот. Ошондуктан көпчүлүк айтып атпайбы азыр тил деп? Жок. Көкүрөктө бирдеме болсо ал тилге чыгат.
Аншинышты. Пожалуйста. Одно из причин конфликта – это ваши взаимные претензии между вами и членом администрации президента Садыкова. Можно ли говорить о том, что причиной вашего кандидата является межличностный конфликт, который существует сегодня во фракции, это существует сегодня в партии. Это конфликт, возможно, групп влияния, которые существуют вокруг президента. Я никогда ни к какой группе не относился. Абсолютно. Если какие-то группировки есть, вы, наверное, лучше знаете, раз уж вы говорите. Я никакой группировке не отношусь. Абсолютно. А раскол есть в партии ЖО? Ну, я не знаю, я же говорю, я не руководитель и не член политсовета, чтобы давать Вас оценку. называют одной из группы, а Эльмиру Ибраимовну другой группы. Знаете, я еще раз повторяю, я ни в какую группу не хожу. Я сам по себе. Вы Сейчас. заявляли, что в вопросе ремонта здания вы пойдете до конца, если даже Да. придется обратиться. То есть вы намерены Да. в любом случае? Да. Я буду в стенах парламента или не буду в стенах парламента. Я хочу просто показать, что хотел. Я еще раз повторяю. Идея, если она наказуема, пожалуйста, я готов нести ответственность. Это же ведь идея, это планы. Вчера говорили, что вы сказали, якобы готовы внести изменения перед всеми депутатами. Сегодня это было, просто было закрыто. Я повторил, я же сейчас говорил. Не только перед депутатами, перед всеми министрами. Потому что рабочие моменты, были такие моменты, что по 3 часа мы с Игорем Витальевичем сидели, обсуждали тот или иной вопрос. Я извинился перед всем кыргызстанцем, перед всеми жителями нашей страны. Были определенные, наверное, какие-то там надежды, если с моей стороны как-то не оправдалось, я поэтому глубоко извиняюсь перед всеми жителями, не только перед депутатами. А в ходе рабочего момента бывает всякое. Мы живые люди. Я же говорил, сколько раз говорил, для того, чтобы тебя не осуждали, ты должен молчать. Для того, чтобы тебя не критиковали, ты должен в бездействии сидеть. Любое действие вызывает какую-то там критику. Это нормально. Сергей Забаевич, с вашим уходом как изменится работа парламента, изменится ли как-то кардинально она? И как повлияет ваш уход, то есть полгода этому созыву парламента, и уже спикер меняется? Вы такой вопрос задаете, я же не могу наперед смотреть, как это. Ну, все-таки Ну, как построит работу новый спикер, это от него уже зависит. А вы жалеете, что вы оказались втянуты в этот конфликт? Честно говоря, нет, потому что жизнь – это борьба. Жизнь – это борьба. Это тяжелая, изнурительная борьба. Кто-то его в открытую ведет, кто-то там, пользуясь огромными возможностями и опытом, и данные Богом, природой, коварством ведет подпольно. Через каких-то там людей будет делать свою политику. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Поэтому в любом случае я рад. Я рад. Открытость, прозрачность, принципиальность и самое главное, знаете, если мне что-то не нравится, я сразу скажу, не нравится. Вопрос Это, конечно, хотя политику минус. Я же говорил, когда Асель задала вопрос, какие выводы. Хитрости не хватает. Можно сегодня серьезное основание делать закрытое заседание? Никаких оснований не было. Никаких оснований. Просто, наверное, некоторые настолько боятся, что если вдруг какой-то вопрос задаст, вы же Мадумарова знаете, он открыто будет говорить, это будет, может быть, неудобно. Поэтому не было никакой необходимости проводить закрытую. Когда вы говорили на прошлой неделе, лучше страшный конец, чем бесконечный страх, что вы имеете в виду? Сегодняшнее событие или, может быть, еще страшнее? Это я не по отношению к себе говорю. Вы сказали. Я это сказал не по отношению к себе, поскольку уже депутаты ходят, говорят, там же открыто заявила же депутат, что
что угрожает, если ты не так будешь голосовать, вот такие последствия, мы тебе то гарантируем, мы это гарантируем. Человек должен быть счастливым, а для того, чтобы он почувствовал свое счастье, у него воля должна быть свободная, душа должна быть свободная, сердце должно быть свободное. И бесконечно вот так вот говорит о том, что и думать о последствиях. А вы счастливый человек? Да. Да. Дмитрий Николаевич, а вот вопрос стал из-за якобы неэтичности вашего поведения. А что вы считаете было неэтичным? Что неэтичного вы сказали депутатам или еще кому-то? Ну это у них спросите, если так они считают. Но вам же предъявили что-то, вы же слышали депутата. А я об этом даже не читал, но вы знаете, то, что... Я не читал это. То, что они предъявили, и то, что комитет какой вопрос рассматривал, я это не видел, во-первых. Во-вторых, если в апреле что-то было, то не надо было ждать до 28 мая, а потом уже предъявить. Ну я же, уважаемые коллеги, мы с вами прекрасно понимаем. Прекрасно понимаем. Зачем это надо, кому это надо, прекрасно понимаем. Ну объясните это, я не понимаю. Скажите прямо, без обиняков, без вот этих... Насчет чего? Ну в чем причина, почему так получилось вот в данном случае с вами? Что тогда за причина, если вот вы говорите, не было неэтичного поведения? Тогда какой предлог-то для... Каждый человек, наверное, будет относиться одному тому же по-разному. Если, вот, допустим, вы иногда критикуете, я достаточно, скажем, с чувством юмора воспринимаю, а кто-то злится и начинает там кричать и орать. Поэтому я, когда кому-то как-то обращаюсь, он может это воспринимать как оскорбительное. То есть это от человека зависит, от личности. И какие слова были оскорбительны, я не знаю. Последний вопрос. Президент Кыргызстанда деп жатқан толық хабардар полный чын картинаны билет деп ойлойсуз бу чечимдерди өзү кабыл алат деп эсептейсизби? Аны президенттен сураңыз. Сиз спикер катары көп общаться этмисиздер? Ну, жалгыз эле президент эмес, менимче ар бир киши толук 100% кабарды алат дегенден мен алысмын. Мен өзүм деле ошол парламентте отуруп, спикер болуп отуруп, кайсыл комитет кандай маселе карап атат, эмне болуп чечим чыгып атат, мен дайым биле бербейм да, туурабы? Кийин гана болуп бүткөндөн кийин маалымат аласың. Дал ошондой эле бар эле мындай так толук даана маалыматты алып атат дегенден алысмын. Я уже говорил на кыргызском языке, порядок, еще раз порядок. Нравится это кому-то или не нравится, порядок должен быть. Вы считаете Последний вопрос. Это он должен отвечать на этот вопрос. Я был, еще раз говорю, что на тот вопрос, уйду ли я в оппозицию, я жестко сказал, что нет, это очень о многом говорит. Еще одно объяснение. Вот вы сказали, идею ремонта будете до конца продвигать. Какая необходимость? Уже был за 16 миллионов 5 месяцев назад. Ничего подобного не было. Вы зайдите в наш туалет. Ну, посмотрите. Посмотрите. Как будто вы ходите в другом месте, да? Мне же некоторые депутаты говорят о том, что для того, чтобы сходить по нужде, они садятся в машину и едут куда-нибудь. О чем вы говорите? И какая необходимость, вы каждый раз спрашиваете. Вы же часто бываете за рубежом. Иногда намного чаще, чем чиновники. Вы же видите. Доколе мы должны жить так? Почему мы должны постоянно восхищаться, скажем, там, другими городами? Вы бываете в парламентских стенах других государств, бываете в правительстве. Неужели вам, как гражданину Кыргызстана, тогда не бывает стыдно? А простой народ живет еще хуже. У них даже нет таких туалетов. Я еще раз говорю о том, что во время Великой Отечественной войны строились театры, снимались фильмы.